В эфире интеллектуально-познавательная телеигра «Эрудит». С вами Рамзан Абуев. Ассаламу алейкум, друзья. Сегодня у нас в кресле игрока член правления Федерации шахмат Северо-Кавказского федерального округа Дакаев. Маршуэла. Когда вообще вы начали играть в шахматы, когда вот они вас завлекли безвозвратно? У меня отец и мать были учителями. Вообще я сам преподаватель в 5-м поколении. Отец делал глобальную формацию. Он учил, чтобы человек был цельным, не просто был человеком знающим, но любящим знания. И когда он увидел мое направление, он решил добавить еще 2 вещи. В школе я очень хорошо учился на золотую медаль. И отец сказал: тебе нужно еще 2 вещи. Добавить игровую часть и добавить духовную. С одной стороны, он отправил меня, в Алханюрте был Дакаев такой алим, туда, и с другой стороны на шахматы. И в шахматы он, видя, что я быстро усваиваю, но не берусь за книги, он взял из Чеховки 2 шахматные книги, сел передо мной, просмотрел шахматные позиции, и в этот день он меня выигрывает. И я понял, что книги – быстрый ключ к успехам. И как только я прикоснулся именно к этой книге, я понял, что шахматы – одно из моих призваний. И мама еле-еле отговорила меня, чтобы я полностью посвятил себя шахматам. Она сказала: шахматы – это хорошо, но чеченская ментальность не может сделать так, чтобы ты полностью закрылся от шахмат. И поэтому я стал хорошим шахматистом, но не стал чемпионом мира. И на каком уровне вы сейчас играете? Думаю, на уровне мастера спорта. В нашей республике есть 2-3 человека, у которых я не могу выиграть. С остальными я могу сыграть. А где вот дети могут обучиться у вас? Самая главная площадка – это Республиканская детская библиотека имени Михалкова. Находится она в том же здании, что и Национальная библиотека, но крыло ближе к Беркут. Там директор Милана Бадрудиновна Идиева дала мне 3 площадки. Там музей шахмат, первый в республике музей шахмат. Все старинные книги, шахматы, все там. Потом на 3-м этаже 50 метров огромный актовый зал, где проходят все республиканские детские турниры. И на 2-м этаже мы по понедельникам и вторникам учим детей шахматам с азов. И если приходит ребенок с хорошими данными, он мгновенно становится хорошим игроком. Если ребенок просто любит играть, мы с ним просто играем. Это первая площадка. Потом есть еще ДДТ 60-я школа, там тоже огромная площадка. И ЧГУ лицей в этих 3 местах. Помимо этого я провожу онлайн-уроки по вторникам на «Доброе утро с Грозным». И там тоже можно в YouTube посмотреть. Федерация шахмат ЧР, и там лежат все уроки, уже более 50 уроков. Отлично. Давайте мы начнем, если вы готовы. У нас 10 вопросов и 3 подсказки, из которых вам необходимо выбрать оптимальные для вас 2. Это 50 на 50, право на ошибку и звонок другу. Что выберете? Первые 2. Так, 50 на 50 и право на ошибку. Да. И первый наш вопрос звучит так. С каким государством граничит Чеченская республика? Азербайджаном, Арменией, Казахстаном, Грузией? Думаю, с Грузией. Грузией. Чеченская республика граничит на западе с Ингушетией, на северо-западе с Северной Осетией и Ставропольским краем, на севере-востоке, востоке и юго-востоке с Дагестаном, на юго-западе и юге Чеченская республика граничит с Грузией. Верно? Это верный ответ. Можно кое-что сказать по этому вопросу. Это мне практически удалось узнать, потому что с своими друзьями, которые все время исследуют наши горы, я с ними хожу по всем горам, и каждый раз мы сталкивались с Грузией. С остальными, которые ты указал, я не сталкивался ни разу. И второй наш вопрос. Где находится самая старинная сохранившаяся мечеть в Чеченской республике? В Елхистинском ущелье, в Белготое, в Макажое и Тумкали? Тут ты меня поймал, сейчас мы посмотрим. Так, сделаем, думаю, так, из первого, который мы исключили, Мелхистское ущелье, как наиболее языческое, из оставшихся 3, я выбрал одно по предположению, что там может быть не само сохраненное здание, а сохраненные знания. Таким образом, оставим Белготой.
Белготойская мечеть – одна из самых старых сохранившихся мечетей в нашей республике, и на месте нынешней мечети в селении Белготой еще в 17 веке был выделен земельный участок для коллективной молитвы мусульман. А затем на этом месте была построена небольшая мечеть. И после того, как мечеть устарела, она была разобрана, жителями селения были собраны средства для возведения новой святыни из камня. И согласно записи на камнях мечети, она построена в 1770 году по григорианскому календарю. Уже в 20 веке, в 1930-е, 90-е годы мечеть была отведена под колхозный склад. В настоящее время к святыне проведены газ и вода, а также сделан ремонт дороги. Можно ли мне по этой теме потратить минуту? Конечно. Дело в том, что алим из моего села, Дакаев, проводил параллели, почему для меня должно быть очень важно отношение к мечети. И он рассказал, для тебя отправной точкой должно быть вот что говорит. У пророка Ибрахима не было друзей, сподвижников, людей, которые разделяли его идеи. И для того, чтобы там появилась последняя величайшая мечеть Кааба, ему пришлось бросить свою жену, любимую жену, вместе с родившимся ребенком в этой пустыне. И Бог сделал так, что их никто не тронул, наоборот, вокруг него, потому что там нашли воду, возвели здание, и появился город, и там появилась вот эта мечеть. То есть для того, чтобы получить там мечеть для всего человечества, куда ходят все люди, ему пришлось пожертвовать своей женой и только что родившимся ребенком. Поэтому мечеть, которую мы сейчас только сказали, она должна иметь какую-то историю. Надеюсь, мы истории своих мечетей и своих святынь тоже когда-нибудь поймем. Третий вопрос. Здесь, конечно, Да. без вопроса про шахматы никак. Какая шахматная фигура ставит мат легаля? Ферзь, ладья, конь, пешка. Для того, чтобы добраться до мата легаля, ферзь погибает сразу, поэтому ферзь мы убираем. Ладья не успевает выходить, пешка не может дойти, остается конь. Конь. Мат легаля – атакующая ловушка, при которой игрок жертвует своим ферзем, чтобы поставить мат неприятельскому королю или получить решающее преимущество. Он был открыт в 17 веке сильнейшим шахматистом того времени, французским виртуозом Легалем де Кермюрем. В этот период Париж был шахматной столицей мира, и сильнейшие игроки мира регулярно собирались в знаменитом кафе «Де ла Регенс» и играли друг против друга. В одной из таких партий против неизвестного соперника Легаль обнаружил фантастическую идею, и которая впоследствии стала неотъемлемой частью шахматного наследия. Это абсолютно верный ответ. Можно я добавить? Конечно. У меня там есть одна история. Один ученик, который я учил, я даже помню имя, фамилия, Миназаев Дени, научился делать мат легаль. И я ему говорю, этого недостаточно, ты должен еще научиться, чтобы тебе его не поставили. Через несколько минут он осуществляет эту идею на доске и с поднятыми руками ходит по залу, и я поставил мат легаль. Проходит еще 2-3 минуты, потом его соперник, которого он поставил, ставит ему этот мат, и тот демонстративно поднимает так же, как он руки. Теперь я поставил Миназаеву мат легаль. То есть недостаточно узнать, как делать, нужно еще знать, как защититься от этого. Кстати, да. Четвертый вопрос. Согласно Конституции Чеченской Республики, сколько районов входит в состав нашего региона? 14, 15, 16, 17. Так, подумаем сейчас. Посчитаем в уме. 15 отвергаем как слишком круглое. И чтобы наших районов было побольше, будем надеяться, что в дальнейшем будет еще больше. Пусть будет 17. Согласно Конституции Чеченской Республики, в состав региона входит 17 районов. Это абсолютно верный ответ, включая воссоздаваемые Галанчожский и Чебелоевский районы. Пятый вопрос. В каком звании служил Лев Толстой на Кавказе? Ефрейтора, поручика, юнкера, унтер-офицера? Мировоззрение Толстого начало меняться уже в момент его пребывания на Северном Кавказе. И позже в своих работах описывает тот стресс, тот адреналин и то, что происходило здесь. Вы помните, люди, которые с ним встречались, ученые, которые двинулись вместе с ним дальше, записки, которые рассказывают про него, когда он был Толстой юрт. Толстой юрт, да, Толстой юрт. Так вот,
его записки потом заканчиваются вот чем. Это вылилось в написание 2 книг «Исповедь» и «О жизни». Это грандиозные его проекты были последние. После этого он начал уже толстовщина, помните, учение такое пошло, где он, находясь на срезе событий, на самом важном формате, здесь он уже начал изменяться. И настолько, что в конце концов он отказался даже от своих таких великих произведений, как «Война и мир» и так далее. Все остальное он выложил в 3 вещи: исповедь, о жизни и свое учение толстовщина. И какой ваш ответ? И ответ С. Юнкер. 3 января 1852 года Лев Толстой сдал экзамен на звание юнкера и был зачислен на службу фейерверкером 4 класса. И 14 января он возвратился в Старогладовскую и начал военную службу. Это абсолютно верный ответ. Вообще он с трудом воспринимал воинскую дисциплину, которая ему не давалась никаким образом. И при первом удобном случае он оставил армию, понимая, что военная служба не для него. И именно на Кавказе он принял окончательное решение стать писателем. 6 вопрос. Как зовут одного из первых чеченских проповедников ислама? Бейбулат Таймиев, Берса Шейх, Шейх Мансур, Шейх Ташухаджи Саясановский. Мне хочется немножко рассказать о Берс-шейхе, можно? Конечно. Я сам из его рода, и мы, как Курчалой, считаем себя последователем этого человека и потомками него. История такова, которую сами Курчалой говорят про него, что он сам был Тайпа Курчалой, его мать была гуной, и когда началось неправильное понимание отторжения, его родственники со стороны матери приняли его, и из-за того, что в Чечне очень важны родственные связи, не просто женятся, а женятся целыми кланами, смотрят, каковы родители, потому что в дальнейшем и родство, и дети должны жить в общем клане. Таким образом, из-за поддержки со стороны матери, учение Берс-шейха, который возвернул и дал новое дыхание исламу, поэтому Берс-шейх смог остановить все это и продолжить свое учение ислама. Пусть будет В. Берс-шейх. Ответ принят. Берса Шейх – один из первых исламских проповедников среди чеченцев. Это верный ответ. Дата его рождения считается 1561. Шейх скончался в 1624 году и был похоронен в ауле Курчале. При нем начался масштабный процесс принятия ислама в тех местах нашего края, где ислам еще не укрепился. А также были проведены социально-политические реформы, в том числе реформа здравоохранения, судебная реформа и реформа института кровной мести. Это поистине легендарная личность по своей значимости и судьбоносности в обозримой истории чеченского народа. 7 вопрос. Сколько старейшин входило в суд страны? 6, 8, 10, 12. Здесь надо подумать. Мне больше нравятся качественные подходы. Количественные для меня всегда, я даже свой адрес не помню, где я живу. Так, сейчас подумаем. У вас есть 2 подсказки, кстати, неиспользованные. Да? Так, все равно тогда попробую. Так, право на ошибку, да? Угу. Давай 8. 8 и право на ошибку. Да. На телевидении Дайморг, где я сотрудничал с режиссером Асланом Асакаевым, мы готовили сериал «Клинок предков». Первую серию он успел выпустить. У нас еще в интернете лежат 13 его серий. И там именно одна из частей, которую мы готовили, была система мехкал. Существует несколько систем управления и поддерживания низама в народе. Один из них мехкал. Помимо, когда нарушается целостность государства и прямое правительство слабеет под воздействием других стран и так далее, создается для внутреннего управления мехкал. Мехкал, он может быть и государственным, когда государство решает дополнительные рычаги использовать, и бывает стихийным снизу. Мехкал, он использует несколько кланов, которые выдвигают их, и потом уже кланы выводят
общий формат, чтобы он был удовлетворяющим для всех, для большей части, для части, которая находится в плодородных местах, части, которые затянуты в какие-то конфликты и так далее. Поэтому мехкел, собираясь вместе, они выполняют некую роль некой отдушины. 8. 8. Суд состоял из 12 старейшин, именуемых сирами. Это неверный ответ, но благодаря подсказке вы идете дальше. Постановления Мехкела именовались термином «наша», отчего, по утверждению историков, область, где он дислоцировался, и получил название «Нашха». Существовало также выражение «идет так горделиво, словно несет постановление суда страны». Глашатый, распространяющий постановление суда, гордой походкой сквозь толпу направлялся к месту оглашения, отчего и распространилось указанное выражение в народе. 8 вопрос. Какая область считается важным компонентом этногенезии чеченского народа? Чечен-Аул, Нашха, Хой, Цуэпеде. Думаю, наших. Почему? У меня две вещи, потому что мои предки из Нашха, потому что на слуху больше всего Нашха. По мнению ряда ученых, Нашха является прародиной многих чеченских обществ. Это абсолютно верный ответ, и согласно большинству преданий, Нашха считается местом древнейшего поселения чеченцев. Также там восседали 12 старейшин и образовывали суд страны. На территории этого же общества на Шхуе находился и поселение Мацароя, где, по рассказам, находились 3 символа единства нашего народа: печать, котел и национальная хроника. Тептерш. Да. 9 вопрос. Кто сыграл роль Сираждина в советском фильме «Приходи свободным»? Альвидиниев, Дагун Амаев, Муса Дудаев, Турпал Дакаев. Я не уверен в этом ответе, потому что кроме одного все трое стоят на слуху. Сам фильм я еле-еле помню. У вас есть подсказка 50 на 50. Может, воспользуетесь? Давайте 50 на 50. Уберите 2 неверных варианта ответов. И у вас остается А и С. Тогда Альвидиниев. Альвидиниев. «Приходи свободным» — это советский историко-революционный художественный фильм 1984 года, снятый режиссером Юрием Мастюгиным, повествующий о противостоянии сторонников советской власти и белого движения на Северном Кавказе в годы гражданской войны в России. И роль Сираждина сыграл Альвидиниев. Это абсолютно верный ответ. А Дагун Амаев также сыграл в этом фильме и был в роли Бигхана. И 10 вопрос. Как вы думаете, про что он будет? Финальный 10 вопрос. Наверное, думаю про какую-то религию, что ли. Про религию. 10-й финальный вопрос звучит так. Когда состоялся первый поход горцев под предводительством шейха Мансура на царскую крепость Кизляр? 17 марта 1784 года, 15 июля 1785 года, 19 августа 1786 года или 2 сентября 1787 года? Это первый поход, да? Да. После Алдынского сражения. Там был еще второй поход на эту же крепость. Сейчас посмотрим. Я бы пошел 15 июля 1785, потому что погодные условия, передвижение для конницы и так далее. Но тот же август. И август тоже, да. И Эти два, кстати. Сентябрь чуть-чуть сложнее, потому что листьев уже не будет, и передвижение будет замечено. И ваш ответ – Б. Да. Кизляр – это главный в то время опорный пункт царского владычества на Восточном Кавказе, поэтому желание завладеть им у шейха Мансура было неспроста. И после победы в Алдынском сражении 15 июля 1785 года он напал на Кизляр, однако не совсем удачно. Это абсолютно верный ответ. Вы абсолютный победитель, я вас поздравляю с этим. Это блестящий результат. Ну, как вам игра наша? Очень, очень крутая. Хотелось бы пожелать, чтобы там были и помимо алгебраических, еще геометрические и эмоциональные вопросы. То есть, чтобы, отвечая на вопрос, ты мог бы затронуть эмоции и не затеряться в этих эмоциях. Хотя игра очень, очень крутая, хорошо поставлена. Я хотел бы еще кое-что сказать. Вся история любого народа, она составляется личностями и консолидацией народа над главной идеей. И
2-3 поколения, ближайшие 2-3 поколения, они сохраняют тот формат, в котором находится этот народ на данный момент. Традиции, обычаи, их религиозное и политическое направление. Через 2-3 поколения появляется следующее поколение, которое понимает это все по-другому. Поэтому главная задача этих 3 поколений – наладить связь между собой так, чтобы 4-е поколение, увидев спаянность этих 3, захотело бы идти их путем и вынести оттуда все хорошее и убрать все плохое. И если эта цепь не будет, и каждые 3 поколения оно затрагивает минимально от 60 до 100 лет. Если в этот момент будет неправильная ломка, цепь нарушается. Но, к счастью, у нас самое главное, что чтится в чеченском народе, это связь поколений. Да. Поэтому будем надеяться, что удача на стороне нашего народа, несмотря на большие потоки. Вах, я рад, что ты принял приглашение и пришел. Горд, что ты выиграл. Я, честно говоря, с опасениями шел. Мне говорили, что ты всех топишь. Но мне было очень приятно даже быть утопленным, потому что вопросы были очень хорошо подготовлены и бросали нас в историю и ментальность нашего народа. Буду рад и дальше участвовать в твоем проекте. Уважаемые телезрители, это была интеллектуально-познавательная телеигра «Эрудит». С вами был Рамзан Абуев, Дакаев, Машойл.